Лев Николаевич, мне очень интересно ваше мнение о том, где сейчас половцы, потому что тут существуют разные мнения. Исчезли они, не исчезли, во что они притворились, где они живут и так далее. Как ваше мнение по этому поводу? Это вопрос совершенно ясный. Потому что половцы вступили в войну с монголами, поддерживая противников монголов-мевкидов, и тем самым поставили себя под удар. Монголы, конечно, их победили. И половцам, несмотря на русскую помощь, помощью южно-русских княжеств, а не северных, оказалось необходимым бежать со своей родины. Хан Катян увел 40 тысяч кибиток в Венгрию, и хотя венгры его убили там, и приняли половцев очень скверно, но часть половцев осталась в Трансильвании. Другая часть половцев ушла из Венгрии в Никейскую империю, объединилась там с православными императорами и смешалась с конгломератом малоазиатских племен. Но это небольшая часть. Значительная часть перешла на Южную Русь и смешалась с ее южной частью, южной так называемой Северской Украиной, и отчасти даже дала липецких дворян-однодворцев. Опять-таки они служили в легких войсках, как легкая конница. Была какая-то часть половцев, которая приняла ислам, и после этого сменила название половцев на нагайцы и татары. То есть мы видим здесь воссияние единой системы, причем люди не погибают, а погибает только системная целостность этнос. Лев Николаевич, ведь вот еще что, очень важная вещь для слова о полку Игореве. Там ведь Владимир-то Игоревич женится на Кончаковне. Половчанки славились своей красотой и на всем Востоке, и на всем Западе ставили. И поэтому вопрос о смешанных браках, он имеет прямое отношение к слову о полку Игореве. И к даже развитию сюжета слова о полку Игореве. Почему Игорь с таким почетом был встречен в плену. Вот, кстати сказать, мы находимся сейчас в залах исторического музея. Вот Андрей Боголюбский. Его мать была половчанка. Андрей Боголюбский восстановленный Герасимовым по черепу. Так что это почти достоверный портрет Андрея Боголюбского. И здесь видны половецкие черты в нем. Вы совершенно правы. Я опустил это сведения и обстоятельства как общеизвестное, но вижу, что необходимо на нем заострить внимание. Дело в том, что русские XII-XIII века абсолютно были чужды того омерзительного явления, которое называется расизмом. Да, они не признавали никакой разницы между людьми и не ставили себя выше окрестных народов, а делили их только по вероисповеданию. В течение 7 веков эта психология сохранялась. И только западное влияние, где расизм свил свое гнездо еще в 15-16 веке, начал оказывать влияние на мышление русских людей. И поэтому смешанные половецко-русские, торгско-русские, болгаро-русские браки – это были явлением повседневным. Братство народов и дружба их осуществлялась в те времена путем простой метизации при сохранении внутренних структур.